Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 10 по 16 февраля 2020 года для весов. Рассмотрим сначала основные события недели из колоды Таро, и колода Ленорман покажет нам отношения, работу, финансы и совет на неделю. Сначала общие события, главные события, куда будет уходить все внимание весов. Выпадает карта. Замечательная карта Королева Кубков. Посмотрим, что будет в отношениях. 3 карты на отношения. Для тех, кто в паре, для тех, кто ищет партнера, и для тех, кто в ссоре. 3 карты на работу для тех, кто работает, для тех, кто ищет работу, и для тех, у кого свое дело. 1 карта на финансы и 1 карта на совет. Основные события недели будут связаны с чувствами, с отношениями. Это карта праздников. Это карты, когда мы можем действительно расслабиться и насладиться хорошей компанией, хорошей пищей. Мы можем здесь говорить по душам. Мы можем задуматься о чем-то важном, потому что у нас есть на это время, мы здесь расслаблены. Также карта говорит о том, что могут происходить какие-то неожиданные ситуации, которые заставят нас задуматься о важности чувств, о важности тех людей, с которыми мы рядом, о важности семьи. Также карта говорит о том, что могут приходить какие-то вести о деньгах, да, может быть погашение кредита, либо наоборот приходят большие суммы от кредитов, допустим, кто-то захочет в ипотеку квартиру взять, да, или может быть будет какой-то подарок от родни, от родителей, да. В общем, здесь действительно могут какие-то ситуации неожиданные происходить с деньгами, причем с довольно большими суммами денег. Может быть, даже это деньги партнера, может быть, это деньги родителей, дедушек, бабушек, недвижимость и так далее. То есть здесь вот могут такие вопросы возникать. Также карта говорит о том, что, возможно, потребуется либо вам самим, либо тем, кто с вами рядом, помощь, поддержка, желание возникнет, чтобы вас выслушали, чтобы вас поддержали и, может быть, помогли советом. Также карта говорит о том, что здесь всю неделю будет царить атмосфера любви, понимания. В общем, всем будет комфортно. Несмотря на то, что могут быть какие-то неожиданные ситуации, какие-то критические события, в то же время вот здесь действительно все чувствуют друг друга замечательно. Можно решить любые вопросы мирно. А если, допустим, они не решались мирным путем раньше, то вот на этой неделе есть такая возможность. Посмотрим, что ждет весов в отношениях. Для тех, кто в паре, выпадает карта «Всадник». И карта говорит о том, что могут быть какие-то перемены. Скорее всего, вот по этому поводу здесь и будут разговоры, да, это потребуется какой-то совет. Скорее всего, здесь вот эти неожиданности как раз и будут связаны либо с деньгами, либо с тем, что происходит у наших близких людей. Также карта говорит о том, что может прийти какая-то новость, которая буквально вот перевернет отношения между супругами. Что-то новое откроется. Может быть, кто-то из супругов что-то скрывал, да, и вот нечаянно может информация эта открыться. И вот по этой главной карте могут быть какие-то переживания, разговоры на эту тему. Но в любом случае есть возможность решить этот вопрос. И хорошо даже, что эта информация открывается, потому что таким образом доверие возникает в отношениях, когда никто ничего не скрывает. Кроме того, эта карта говорит о том, что может быть продвижение какое-то в отношениях. Ну, допустим, вы в паре, но еще не в браке, не зарегистрированы. Да? Вот здесь вот может быть предложение получено, да? Продвижение в статусе, то есть вы становитесь
уже там мужем и женой, либо у кого-то детки могут появляться, известия о том, что может быть ребенок, либо у кого-то действительно уже рождается ребенок. В общем, здесь перемена статуса может быть, то есть продвижение такое по дороге чувств, да, то есть ваши чувства становятся все более серьезными, выходят на новый уровень. И вот эти перемены, которые происходят на этой неделе, они к лучшему все равно. Вы стараетесь брать больше ответственности на себя, потому что это единица, да, это инициатива. Вы стараетесь сделать так, чтобы было комфортно не только вам, но и вашему партнеру, стараетесь выслушать, понять и так далее, несмотря на вот то, что некоторые ситуации могут быть неожиданными. Для тех, кто ищет партнера, выпадает карта «Крест». И так как у нас здесь такое соседство, карта говорит о том, что вполне может случиться так, что вы откажетесь от знакомства с человеком, воспримете его как человека вам неподходящего, может быть, даже какого-то опасного, агрессивного, да, но, скорее всего, это не так. Потому что вот карта всадника говорит о том, что вы можете просто не ожидать, допустим, знакомства, или можете неправильно его как-то истолковать, неправильно понять человека, который вам встретился. И как бы можете поставить крест на отношениях, которые могли бы вам, в принципе, принести довольно много хороших минут. То есть карта говорит о том, что нужно проявить мудрость, не нужно спешить, не нужно сразу отказываться. И если действительно может быть какая-то ситуация неожиданная, то есть вы встретитесь при каких-то обстоятельствах, которые, может быть, не укладываются в вашей голове, это не значит, что нужно от этого отказываться, да? То есть нужно дать себе время, узнать человека получше. Может быть, вот за внешностью, за какой-то маской внешней скрывается абсолютно другой человек, не такой, какой вам представляется. Попробуйте не обрывать отношения сразу. Попробуйте дать себе время присмотреться. Конечно, может оказаться, что вы и правы, но все-таки вот карта говорит о том, что здесь может быть как бы два лица у человека. Поэтому не нужно сразу делать поспешных выводов. А теперь для тех весов, которые в ссоре, выпадает карта змея. Эта карта говорит о том, что нельзя проявлять агрессию. Нельзя необдуманных поступков совершать и говорить слов, о которых потом можно пожалеть. То есть мудро очень нужно отнестись к разговору, может быть, к встрече, да, для того, чтобы помириться, нужно обязательно быть человеком понимающим, принимающим, который не требует от своего партнера быть каким-то определенным, да, вот чтобы вас это устраивало. Нужно принимать человека таким, какой он есть, со всеми его характеристиками. Только тогда есть возможность у вас продолжать отношения. Да, каждый человек может иногда проявлять какие-то не лучшие качества, да, которые нас пугают, которые нам не нравятся, но это не значит, что весь человек из этих качеств состоит, да, то есть не нужно концентрировать свое внимание только на отрицательном. Нужно подумать еще и о том, что есть хорошего в партнере. И вот именно на это делать акцент. И здесь есть необходимость встречаться, но только после того, как все чувства как бы станут более-менее спокойными, стабильными. То есть если вы еще раздражены, если вы обижаетесь или даже, может быть, негодуете, то лучше пока не встречаться, лучше пока не общаться. Нужно дать себе возможность успокоиться, прийти в себя, потом только решать все важные вопросы. И то с той точки зрения, что каждый человек как бы и плюс, и минус в себе содержит, и не нужно акцентировать свое внимание только на минусе. Вот, кстати, вот у нас карта креста рядом со змеей, она даже вот у нас производит впечатление, да, вот если мы вот так прикроем, плюса. То есть ищите плюсы в своем партнере, только тогда есть возможность помириться, договориться и избежать продолжения конфликта. Давайте теперь посмотрим работа. Работа для весов. Те, кто имеют уже работу, выпадает карта «Корабль». Здесь у вас, конечно, перемены. Рядом карта «Ключ». Она говорит о том, что
вот эти перемены, которые будут происходить на этой неделе, они действительно для вас открывают новые возможности. Может быть, то, что долгое время вы пытались добиться, может быть, повышение должности, повышение оклада, может быть, какой-то проект крупный, чтобы вам дали, или, может быть, вас перевели там в другой филиал, или, может быть, вам дали возможность работать с партнерами там за рубежом, в общем, как-то расширить свои возможности, может быть, дали возможность учиться. Вот есть на этой неделе ключ, да, то есть вы можете вполне получить то, чего так долго желали, чего так долго хотели. Так мало того, что это все обязательно будет удачно, да, у нас здесь вот флаги такие на мачтах, красные такие паруса, корабль очень такой высокий, красивый, то есть вот именно такие события и происходят, да, вы возвращаетесь с победой, вы как бы можете реализовать самые смелые свои мечты и так далее. Также карта говорит о том, что если ваша работа потребует каких-то разъездов, переездов, перемен, обучения, не стоит отказываться. Это все-таки, если вы сомневаетесь, надо, не надо, карта говорит надо, потому что это к лучшему обязательно. Для вас это просто открывает новые возможности. Для тех весов, которые ищут работу, карта ключ говорит о том, что вы узнаете на этой неделе, что именно вам выбрать, какую именно работу. И, скорее всего, здесь будет их несколько предложений. У нас на этой карте изображены такие фигуры, которые как бы не имеют образа. И такое же вот ваше состояние. То есть вы вроде бы ищете работу, но, может быть, не знаете, какую именно. Или, может быть, уже много усилий потратили, а толку нет, и у вас такое настроение, как вот эти фигуры, которые здесь изображены. И здесь вот они все у нас веревочкой такой повязаны, да, то есть через все образы у нас протянута такая вот веревочка. И то же самое у вас может быть в сознании. То есть все, что связывает вот этот хаос, это вот ваше желание найти работу. И посмотрите, здесь у нас вот два ключа есть. То есть, скорее всего, будет две возможности, которые вам предоставятся, и нужно будет выбирать. И смотрите, здесь один ключ белый, но не видно, где у него головка, да, то есть то, что вам кажется на самом деле более привлекательным, может оказаться совсем не тем, что обещается. А вот тот ключ, который вот и белый, и серый, да, он как раз вот может оказаться тем предложением, которое не особо вам привлекательно. Но в конечном итоге оно вам даст как раз вот то, что нужно, то, что вы хотели. И опять же, здесь вот у нас две каких-то кнопки, да, то есть одна большая, одна маленькая. То есть вот будет такой выбор. Но это хорошо, что есть выбор. Наконец-то вы найдете то, что хотите, и, может быть, даже более того, да, придется еще и выбирать. Решится, наконец, вопрос для вас. Для тех, кто имеет свое дело, здесь карта Луны выпадает. Здесь изображена Луна, которая как бы как на хорошую погоду, да, она у нас повернута рожками вверх, то есть это значит, что во всех делах будет удача. Эта карта также говорит о том, что мы можем набирать, вот здесь у нас есть как бы вот сама Луна, она здесь как в виде месяца у нас, да, то есть есть возможность куда еще добавлять знаний, клиентов, денег, есть возможность куда развиваться, то есть до того, чтобы эта Луна стала полной, еще очень много-много нужно всего сделать, да, и причем здесь все благоприятствует тому, чтобы вы росли и развивались. Но так как эта карта Луна, она больше рассчитана на месяц у нас, да, то есть вот на этой неделе нужно будет сделать столько, сколько за месяц, то есть вырасти, сделать все возможное для того, чтобы прояснить какие-то вопросы важные, может быть, достучаться до каких-то людей, прояснить какие-то важные моменты, если были какие-то скрытые ситуации, вот, которые вам прям мешают работать, их тоже желательно прояснить. Здесь также у нас такая скамейка расположена, да, на которой вот обычно влюбленные сидят под луной. И если это применить к деятельности, карта говорит о том, что вы ищете в работе
может быть, удовольствия. Вы, может быть, хотите, чтобы ваша работа, она была не работой, она была только отдыхом, да, и вот это, может быть, мешает вам. Может быть, и сейчас еще не время отдыхать и наслаждаться, может быть, сейчас еще время работать. То есть вот карта говорит о том, что у вас еще очень много пробелов, которые нужно заполнить. И только потом, когда Луна уже станет полная, только тогда вы сможете вот отдыхать и наслаждаться, да. Пока что не время. Пока что у вас очень много целей, планов. Вот здесь вот горы, холмы. Причем все еще не ясно. То есть до того, когда вам все станет ясно, когда вы решите все вопросы, только тогда уже можно будет отдыхать. Ну, в том плане, что меньше работать, может быть, не такую загрузку. Пока что нужно попахать. Кроме того, здесь у нас серп. Если вот мы проведем вот так линию, да, то у нас получается Луна растущая. То есть сейчас самое замечательное время, чтобы начинать какие-то важные проекты, важные дела, они как раз вот могут дать хороший результат. Как раз вы сможете довести их до хорошего результата. Давайте посмотрим финансы. Финансы для весов. И опять карта Луна. То есть здесь уже полная Луна, хорошо все освещает. То есть то, что мы заработали, сейчас мы в полной мере можем как бы облечь в денежную форму. Карта также говорит о том, что могут высветиться какие-то вопросы, да, вот то, что вам было неясно, это, скорее всего, связано с деньгами, да, то есть вот именно в деньгах вся проблема. Может быть, когда вы решите вопрос с финансами, может быть, с их безопасностью, либо с бесперебойным каким-то потоком финансов, да, вот тогда у вас решатся и основные вопросы, связанные с делами, с бизнесом. Также карта говорит о том, что могут быть какие-то вопросы, связанные с творчеством, которые будут приносить деньги. Либо здесь могут быть вопросы, связанные с материнством, с домом, так как Луна у нас олицетворение родины, олицетворение дома, матери, родителей, то вот здесь могут вопросы денежные каким-то образом связанные с домом. То есть, может быть, придет какая-то сумма от родителей, либо вы будете родителям помогать. Может быть, будете решать вопросы недвижимости дома. Может быть, будете восстанавливать недвижимость, вот, в которой вы родились, либо планировать хотя бы, когда это делать. Может быть, будете тратить деньги на родителей, да, решать какие-то насущные вопросы их. А здесь вот карта показывает море, пальмы, да, может быть, кто-то из весов решится отправить своих родителей вот на курорт, на море, да, в теплые страны. В общем, здесь действительно карта такая многоплановая. Могут решаться и творческие вопросы, да, какие-то, допустим, идеи, которые приходят в голову, они могут начать материализовываться и приносить деньги. Может быть, не сейчас, со временем. Мы можем решать вопросы недвижимости, родителей. Также эта карта связана с детьми, с женщинами, да, то есть вот деньги могут уходить и в эту сферу, да, то есть на вопросы детей, обучение, образование. Здесь может быть что-то связанное там с красотой, с одеждой и так далее. То есть очень много вопросов. То есть деньги могут и уходить, и приходить. Так как эта Луна, она здесь полная, скорее всего, созрели какие-то потребности, да, и поэтому могут быть траты. И поэтому деньги как пришли, так могут и уйти. Ну, Луна, она такая переменчивая. Хорошо то, что это все как бы быстрый цикл, да, то есть снова есть возможность прихода денег, да, возобновления. Совет. Совет крысы. Здесь карта очень интересная с крысами. Показан стол. И
на столе порядок, все стоит на своих местах, и только немного крошек накрошено. Такое впечатление, что специально хозяева накрошили мышам, крысам, накрошили вот этот хлеб. И вот настолько здесь все аккуратно, такое ощущение, что здесь забота даже такая вот о вот этих грызунах, которые в доме. То есть о чем эта карта говорит? Если есть какие-то сложности в жизни, если есть какие-то проблемы в отношениях, то не нужно как-то слишком близко к сердцу это принимать. Не нужно это как-то отвергать, отказываться от этого, уходить от этого. Вот карта говорит о том, что нужно принимать. Нужно принимать недостатки в себе, нужно принимать недостатки в своих близких. Если вот что-то неизбежное, то, что вот вмешивается в нашу жизнь, то чем легче мы будем к этому относиться, тем лучше. То есть вот здесь хозяева решили просто насыпать крошек, чтобы эти грызуны не портили, ну, как бы те продукты, которые не нужно, да, портить, они вот дали им то, что им можно есть, да, вот эти крошки. То есть получается так, что нужно быть человеком, ну, как бы разумным. Нельзя думать, что жизнь состоит только из плюсов. Нельзя думать, что человек состоит только из одних достоинств. То есть здесь вот несколько раз у нас вот эта тема прослеживается, да, нужно принимать как в себе, так и в других недостатки, принимать сложности в жизни как что-то естественное. И не нужно с этим там бороться, не нужно стараться это искоренить, потому что это невозможно. Нужно свести к минимуму вот тот вред, который может принести ну, что-то отрицательное. Это касается и наших привычек, и это касается наших отношений и всего остального прочего. Друзья, желаю прекрасной недели, желаю, чтобы только самое лучшее приходило в вашу жизнь. Всего вам доброго, до новых встреч!